Салам алейкум. Валикум салам. У тебя есть такая цитата, я ее зачитаю. Любить свой народ– это естественное чувство, фитра, заложенное в нас. Но если эту любовь полностью отдаешь только своему народу, тогда приходишь к запретному нацизму. Мы, истинные кавказцы, имеем одно происхождение, истоки единой цивилизации, и ценности у нас общие. Аллах велит нам быть братьями и любить, несмотря на национальность, как и жили наши предки. Только так мы сможем быть правильными и свободными. Прилагайте усилия в этом направлении, делая джихад над собой. И только тогда Создатель откроет нам свою милость и сделает нас нравственными и сильными. Каждый ли человек обладает естественным чувством, чувством любви к своему народу? И в чем разница любви и нелюбви? Любовь, она бывает на уровнях разная. У одних бывает любовь только к самому себе. У других она ограничена только своей семьей. Вся его жизнь заключена в этом. Их у нас называют, нохчала, их называют рабами. Рабской психологии. У других эти чувства в параметрах своего селения. У других это чувство в параметрах своего народа. У других это чувство в параметрах Кавказа, в кавказском отношении. И есть еще мировое чувство. Чтобы этому миру желать добра. Вот это в нашем понимании Нохчи, я также уверен, что и также это у всех кавказцев, но я как определенно могу сказать в пределах своего народа, правильно? Но хотя я это чувствую, что это есть также у всех кавказцев. Дело в том, что у нас говорят, например, желаем добра всему этому миру. Мы не хотим зла ни для одного человека, созданное Аллахом, говорят. То есть это чувство самое высокое. Да? Болезнь за весь мир. А это глобальное мышление, глобальное видение наших отцов и нашего народа. А в Кавказском регионе оно более близкое, как бы свое. Да? И вот люди, которые не видят дальше своей семьи, вот эту любовь, они жалкие люди. Их у нас, они относятся к категории раба. То есть раб подразделяется на три вида, но у всех трех видов в Нохчалле, у них, у всех трех видов есть всего две желания. Это набить свой живот Да. и вырастить таких же рабов, как они сами. Только в своей семье они видят счастье, весь этот мир. То есть это ущемленные люди самым создателем, наверное, из-за их самих личных желаний. Вот поэтому я говорю, любовь, она должна развиваться не только от семьи, городу, селу своему или народу, ко всему Кавказу, а потом, естественно, и желая всего доброго и всему миру. Вот от этого исходит наш кавказский менталитет. Если Хорошо. человек только заключается в своем, он не сможет эту любовь, это уважение распространить более обширно на народ, на Кавказ и на мир, скажем так. Но ты ставишь грань, то есть до момента, когда перерастает в нацизм, и ты дальше обрамляешь это слово в слово запретное. Вот объясни, когда человеку понять, что его любовь к народу уже не совсем любовь к народу, а уже она переходит в этот нацизм, отходя даже от национализма. Это, конечно, очень негативное явление, и оно имеет место быть и на Кавказе, хоть и немного, имеет место быть. Но в целом кавказцы, они солидарны друг с другом. Если, например, приезжает гость, или, например, они встречаются вне Кавказа, они тут же становятся как бы своими.
двери доверия открываются сразу. Вот это есть наш фундамент. Когда я говорю, это заключается в своей семье, заключает он, или в своем народе, это ущемленный человек. Мы это никогда не приветствуем. Вот, к примеру, феноменальное, я всегда говорю, отмечаю, это у ученцев есть один фактор. У ногчалле, у ногти ученцев. Они называют своих сыновей именами народов соседей. И не только соседей, даже Германии, Японии, араб, турк. Все имена афган у нас есть. Во всех селениях есть все национальности по именам. Это что говорит? Это говорит о том, что уважение и любовь к этим народам. И оставляя именами это и потомкам. У нас есть нагаец, абхаз, абазу говорят, да? Грузин, дагестанец. Нет такого дагестанец. Но наводил одно число но как отдельные народы есть в Дагестане сегодня, и все их имена у нас присутствуют. Кумык, Нагаец, Авар, Лезгин, все имена есть. О каком Как и качестве, адыгские, так и дагестанские. о каком То качестве есть я имею в виду, народа это я говорит? подчеркнул, почему? Потому что это показывает естественную любовь ко всем народам, уважение, и исключает абсолютную национальность или штрихи нацизма. Скажи тогда, пожалуйста, какую обязанность помощи человеку, народу накладывает Нохчала? Обязанность Нохчалла обязывает человека в первую очередь быть бдительным к соседу. У нас говорят, сосед ближе дальнеживущего брата. Сперва к соседу, потом к селению и дальше. К краю, в целом по Кавказу. Например, постыдно чеченцу пройти мимо, где нужна его помощь. За это мы многое страдаем сегодня. Если взять, например, войны, везде, где случаются войны, чеченцы тут как тут, везде. Это же показатель того, что нельзя пройти мимо, где нуждается твоя помощь. Нельзя пройти мимо, где есть насилие. А полная помощь есть, у нас считается половина помощи и полной помощи. Половина помощи та, которую ты оказал, когда ее потребовали, попросили у тебя помощи. Это половина помощи по чеченству. Полная помощь – это та, которую ты узнал без просьбы сам и пришел на помощь. А вот бывает такое, что чеченцы разных точек зрения на одну и ту же ситуацию. В этом случае как им тогда действовать? Разные точки зрения на одну ситуацию. Да. Они принимают, допустим, решение одну сторону поддержать, другие другую. Как сделать так, чтобы эта конфронтация не переросла в народную между ними двумя? Ну, во-первых, у нас есть закон Аллаха, и на этом выработаны законы народа. И вот на этих весах мы взвешиваем, кто прав, кто нет. По любому ситуации, скажем. А в деле в помощи этот вопрос вообще не ставится. Ставится в том случае, если послать большое войско, вот в этом случае можно поставить вопрос на голосование, да, на обсуждение. А так, одиночная частная помощь, оно не обсуждается, имеет индивидуальное право имеет каждый на оказание личной помощи. Он ни у кого не спрашивает ничего. Абу-Бакр, тогда я продолжу разбирать твою цитату. В чем основополагающее Вот надо развитие? мне, подожди, Эсма. Один
примерно надо привести для грузин, для уважаемых грузин, которые чем-то упрекают из-за именно абхазского вопроса. Просто забывая о том, что чеченцы, они такие, что где войны, я повторяюсь, они туда и приходят на помощь. Когда, например, грузинского президента изгнали незаконно из 9-й Гамсахурдии, мир ему, его и Армения готовилась ее выдать. Тогда мы собрались в президентском дворце, исполком ОКЧН, члены парламента, члены правительства, и обсуждали этот вопрос. Помощь не была попрошена у нас. Мы просто знали ситуацию в Грузии и с президентом в плачевном состоянии. И вот мы здесь приняли это решение, принять его. Хотя будет опасность, есть большой риск начала войны с Россией. Все равно сказали, когда мы отказали помощи, когда человек нуждается в нем. Сегодня это будет тяжело, но завтра это будет большим мостом на Кавказе и между нами и Грузией. Несмотря на этот риск у Армении тогда, она тогда была пророссийская, как обычно. И вот так вот привезли президента со своим правительством в Грозный и дали ему в Грозном самый лучший особняк. Это я как пример привел. Ты напомнил мне о Лакской трагедии. Она у нас сейчас в эти дни, памятная дата, трагичная. Я расскажу тебе историю, связанную с чеченцем, потому что ты чеченец. Там были и другие героические поступки, но вот хочу именно о чеченце рассказать. У нас был вертолет, где перевозили раненых, беременных женщин, детей, и это во время грузино-абхазской войны. Он был умышленно подбит. То есть человек, который его подбил, знал, что там очень много беременных женщин и стариков и так далее. Они все упали и, естественно, сгорели заживо. Но все равно люди не могли, кто это видел, наблюдать за этим. И они бросились помогать. И тогда, я не знаю, этот человек, который это сделал, как он с этим живет, но я к тому, что они начали стрелять по тем, кто пытались помочь. Ну, мало ли, хоть кто-то выжил, они хотели посмотреть. И среди них, кто побежал на помощь, был чеченец. Я читала о нем. Говорят, он начал бежать, ну и тогда начали стрелять по нему, но это его не остановило, потому что он хотел добежать до раненых любой ценой. И он упал, и даже он загорелся, там, значит, огонь был кругом, ужасные моменты. Он встал горящий, и все равно с криком, вот этот дух, не его тело, а его дух его нес. Так описывается эта картина. И в ужасе те, кто бомбили, и те, кто стреляли на вражеской стороне в тот момент, они в ужасе не могли поверить своим глазам. То есть, что это происходило, они побросали все эти автоматы, они стреляли по медсестрам, которые бежали, они побежали и в ужасе, и он крикнул, почему-то он крикнул, последние его слова были «Ваймех». Я сначала думала, когда была более юной, что это чеченское, может, слово, но вообще сказали, это не наше слово. Я просто говорю к тому, что, и вот он у нас вписан в книгу, и я говорю к тому, что и сегодня самое ужасное лицемерие просто, когда к героев идет подмена ценностей. То есть, допустим, герой это человек, который пожертвовал собой, несмотря на национальность, религию, пожертвовал собой, чтобы защитить слабого. У нас у абхазов нету слова просто мужчина. У нас есть мужчина-герой, потому что мужчина не может быть героем. И мне просто вдвойне обидно, когда упрекают, ну, даже тех же чеченцев, как будто они чуть ли не наемники были. Это были настолько благородные люди, они даже, вот как кабардинцы, они говорили, если бы на грузин напали, мы пришли бы также первыми. Как можно сегодня ставить в упрек таким выдающимся людям, которые жертвовали собой? Они жертвовали собой, в Абхазии очень уважают портреты многих этих людей и их имена, фамилии.
в общем, музеях. И просто зачем подменять ценности? Ведь мы не говорим о том, что там вот помогли президенту грузинскому, помогли, потому что посчитали нужным, он нуждался в этом, хотя он наш противник. Но с другой стороны, как можно тогда упрекать людей, которые пришли сюда добровольцами? Вот такие моменты. Просто мне напомнил, когда стал говорить. Мы об этом говорим, чтобы отстранить между нами такие непонятные негативные случаи, уважая волю всех наших народов Кавказа, народов единой цивилизации. Да. Я же говорю, мы же, когда кавказцы встречаем не Кавказа, мы же сразу открыты друг для друга. Вот где фундамент нашего единства. Да, но когда... Политически мы разделены, но духовно мы не разделены. Да. Чеченская пословица такая есть: настоящий мужчина не тот, кто умеет воевать, а тот, кто знает, кто его враг. Ты мог бы расшифровать? Конечно, если это обозначает, если ты воюешь, не зная, кто твой враг, ты, значит, наносишь ущерб не только себе, но и обществу. Если ты не знаешь, кто твой враг, говорят у нас, конкретно говорят, тот, кто не знает своего врага, он раб. Психически, не физический чей-то раб, а моральный раб. Физического рабства нету в Чечне и не было. Есть моральное, мы говорим о рабстве в Чечне моральном, который выходит из Нохчалла, который не в силах соблюдать вот эти достоинства. Он морально выходит, он становится в разряд рабов, опускается он. То есть ему не доверяется ничего, за исключением малых таких незначительных деталей. То есть он должен знать, кто его враг. Тот, кто знает, кто его враг, он смелый. Ну вот Поэтому хотела он спросить, праведный. нужно мужество, чтобы знать, кто твой враг? Мужество воевать может и любой. Мужество заложено в нас, как фитра. Богом заложено мужество в мужчин любого народа. Но это мужество надо направить, тут имеется в виду, именно на врага, а не на невиновного. А остерегаться, направить мужество не на врага, а направить его нужно именно на врага. Поэтому ты на правильном пути. Тот, кто знает, кто свой враг, говорят у нас, это полпобеды. Тот, кто не знает своего врага, он раб, говорят. Это пословица, вот так говорит. Тот, кто знает своего врага, это полпобеды. Тот, кто не знает своего врага, он раб. Хорошо, тогда перейду к следующей твоей цитате. В прошлый раз мы вскользь поднимали эту тему. Ты говорил, если студент покидает свой институт, он выходит из числа студентов. Если мусульманин оставляет ислам, то он выводится из числа мусульман. Если чеченец, здесь позволь мне добавить абхаз, адык и другие народы Кавказа, оставляет Нохчала, ну в нашем случае Апсура, у адыгов Адыга Хабса, он выводится из числа чеченцев. То есть без Нохчала ты не чеченец, даже если ты хороший человек. Что такое Нохчала? Тут конкретно сказано, я имею говорить конкретно или значительно обозначая вот как, я же имею право говорить только за свой народ. Да-да. Ну, я просто увидела в этом Апсуара. Если у Абхаза нет Да, Апсуара, он не Абхаз. у каждого кавказского народа есть свои национальные моральные границы. Вот эти моральные границы тут именно однозначно в Нохчалле, они обозначены. Они обозначены в первую очередь честностью, благородством, взаимовыручкой. И если человек не соблюдает эти свои обязанности, как того студента, сказано, чтобы понять третьего, чтобы разъяснить по исламе, как выводится. То есть здесь тоже так же. Например, Нохчалла это намного шире
большой институт, чем студенчество. Жизнь народа – студенчество. Он оттуда выводится. А тут как? Огромный комплекс обязанностей, возложенных на него Богом, пророком и собранными в твоем лице, в лице твоего народа, твоими мудрыми предками, возложено соблюдать. Если он не соблюдает это, естественно, он выводится из этих рамок. Этнически он чеченец может быть. Этнически может быть из тех, кто принял чеченцев, кто принял из нечеченцев, да? Он может быть из этнически самих и из тех, кто еще не прошел семипредковый цикл из принятых чеченцами. Разницы нету. То есть, если не соблюдаются общественные нормы, морали и законы, он лишается этого статуса. Абу Бакр, Лишается полноправного чеченца, ну вот, полноправного нохчего, на самом деле. Чеченец – это нам чуждо это слово. Мы нохчи, но на это навязано. Сегодня сидит в наших генах вот это чужие названия. Но хотя мы не против того, что каждый народ нас называет по-своему. Цацан, Шашан, Чачан. И русские взяли от Чачан, Чечен, кабардинцы так говорят, турки говорят. Но сперва стоят кабардинцы, кавказцы. От них первое это исходит, я считаю. Потом турки пришли, турки переняли чечен. Потом русские пришли, переняли. Хотя это размазывают якобы население чечен, чечен-аул. Это неправда. Одни говорят чачан, сасан по своему языку, по своей марша. Повторяю же, цацан, шашан, чачан, чечен, шишан, арабы. Мы не против, но это не наше самоназвание. Мы нохчи. И система наша называется нохчал. у нас Апсуа. Абхазами нас называют, у Да, них вот нет названия. Апсуа. Да. Но Абу Бакр, вот я встречала людей, которые говорили мне так. Ну, они говорили про Адыгахаб, Запсура, но я думаю, это к Нохчала тоже применимо. А зачем, если есть ислам? Ислам, альхамдулиллах, наша милость для нас от нашего Создателя, для всего человечества. И мы приняли это как милость Аллаха, альхамдулиллах. Коран на арабском языке, сунна пророка на арабском языке, правильно? И ислам не обязывает ни один народ оставлять свой язык и учить ислам только и исповедовать ислам только на арабском. Учить на арабском, исповедовать на своем языке. Почему? Потому что есть аят, есть веление Аллаха, объясняя нам, что я вас создал народами и даже племенами, чтобы вы знали друг друга, и лучший из вас тот, кто больше боится Аллаха. Ислам обязывает, шариа, обязывает каждый народ сохранять свой язык, свое лицо. Обязывает свои традиции сохранять, не противоречащие исламу. Ты обязан соблюдать традиции своего народа, если они не противоречат исламу. Об этом алимы лучше скажут, но я это элементарные вещи знаю и изучал. Ходил, например, в школу исламские, на лекции я ходил, да, изучал вот эти вот вопросы. Поэтому Нохчалла – это перевод исламских догм на чеченский язык. Нохчалла – это традиции доисламские, соответствующие с исламом. Это синтез до ислама и дополнение ислама.